И последний вопрос, Александр Глебович. Вот вам оттуда виднее из-за поребрика, я прошу прощения за такое питерское слово. Да, вот чего ждать Украине, украинцам, украинскому государству, и каких действий от Украинской православной церкви Московского патриархата здесь? Вот физически, на ваш взгляд, как они будут защищаться? Физически, я подчеркиваю, будут ли провокации какие-то, инсценировки нападений, поджогов? Вот я имею в виду такого рода действия, такого боевого, приземленного свойства. Ну, во-первых, я думаю, что, конечно, будут, потому что это движуха, потому что это вообще всем интересно, потому что Москва очень привыкла действовать таким образом, но, может быть, это тот редкий случай, когда, ну, скажем так, она могла бы и воздержаться, потому что, во-первых, сразу вылезет вся ослинность ушей. Понятно, что любой взрыв, любое отравление, любая бомба, любая кровь немедленно будут и, может быть, справедливо приписаны Москве и тем силам, которые Москва может вбросить в этот конфликт. На самом деле, так называемым верующим абсолютно по барабану, да, юрисдикция церкви. Им важно, чтобы все было законно, чтобы все было правильно. А так, грубо говоря, где именно прописан поп, который наделяет их магическими услугами, их не очень беспокоит. Главное, чтобы поп был законный, ставленный и принадлежащий какой-то авторитетной церкви. Поэтому я думаю, что вот непосредственно сами украинцы, они самостийные, самовольные и самочинные, никаких особых кровищ устраивать не будут. Мы всегда знаем, что кровь в Украине появляется только когда туда вбрасывают очередных подонков, очередных кровавых умельцев, которые быстро заваривают вокруг себя грязь, кровь, гной, ненависть, склоку. Тогда, да, действительно, но мы знаем, что, в общем, в принципе, Москва любит шалить. Таким образом, и ресурс идиотов огромен, который можно туда к вам вбросить. Поэтому абсолютно нельзя быть уверенным, что все пройдет гладенько и тихонько. И ограничится только внутрипоповским скандалом.